1 ноября 2025 года Федеральная налоговая служба сможет взыскивать с граждан задолженности по налогам во внесудебном порядке. Согласно принятому в конце июля закону, налоговые органы получили право взыскивать с физических лиц долги по налогам, сборам и страховым взносам, а также пени, штрафы и проценты, если гражданин не оспаривает их. При этом нововведение не затрагивает физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями. ФНС будет взыскивать задолженности за счет средств на счетах гражданина, включая электронные кошельки и цифровые рубли. Если этих средств будет недостаточно для погашения долга, служба сможет обратиться к наличным средствам и имуществу. Если гражданин не согласен с задолженностью, он сможет оспорить ее в течение 30 дней. Если спор не получится урегулировать, взыскивать долг будут через суд. Законопроект, которым предлагается признать отягчающим обстоятельством совершения мошеннических действий, связанных с хищением денежных средств с банковских счетов или электронных кошельков пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, внесен в Госдуму. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в 2024 году около 20% россиян, ставших жертвами мошенничества, это люди старше 60 лет. Парламентарии добавляют, что для их обмана злоумышленники изобретают новые схемы, которые основываются на главных факторах: неожиданность, срочность принятия решений, запугивание, имитация заботы и ложные обещания. С 27 октября по 1 ноября россиян ожидает 6-дневная рабочая неделя, после которой будут длительные выходные, приуроченные ко Дню народного единства. Для организации с непрерывным циклом работы, экстренных служб и компаний, которые работают в ежедневном режиме, перенос выходных не предусмотрен. Работа в праздничные дни будет оплачиваться в повышенном размере согласно законодательству. Это единственная 6-дневная рабочая неделя в 2025 году для тех, кто работает по 5-дневному графику. Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ может наблюдаться в декабре 2025 года и январе 2026, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов. Согласно последним данным, эпидпороги по респираторным вирусным инфекциям в стране не превышены. Отмечается, что этой осенью в России циркулируют штаммы вирусов гриппа А и Б, а также риновирусы и коронавирусы. Каких-либо новых генетических вариантов вируса гриппа нет, отметил специалист. По его словам, россиянин с ОРВИ может заразить до 22 человек. Итоговая цифра зависит от количества контактов, влажности воздуха в рабочем помещении, вентиляции, наличия симптомов, периода заболевания, условий изоляции, источника инфекции. Магомед Аздоев сделал дубль в матче чемпионата Греции. Полузащитник ПАОК забил 2 мяча в ворота Волоса в 8-м туре Суперлиги. Теперь на счету ингушского футболиста 3 гола и 2 результативных паса в 8 матчах текущего розыгрыша чемпионата Греции.